Верховный суд сегодня сообщил о возврате Центра избиркому заявления с обжалованием решения нижней инстанции по вопросу отмены выборов, назначенных на 20 декабря. В качестве причины указали неприложенные доказательства об уплате госпошлины. Что имелось в виду, не поняли даже сами представители Центра избиркома. Необходимые пошлины, по их словам, юристы оплатили все и своевременно. Какие дополнительные доказательства оплаты требуются Верховному суду, им было неясно. Но время тратить на выяснение этих деталей не стали и подали кассационную жалобу повторно. Напомню, что ею ЦИК пытается отстоять принятое ими решение о проведении повторных парламентских выборов 20 декабря. Это число в Центр избиркоме определили, руководствуясь законом о проведении референдумов и выборов в Кыргызской республике. Однако уже на следующий день после оглашения ЦИКом даты депутаты парламента внезапно приняли закон, приостанавливающий действие нескольких статей закона о выборах. Кроме того, что этой нормой депутаты пытаются сдвинуть дату избрания нового созыва Джугурку-Кенеша, они продлевают свои полномочия, возможно, до лета. При том, что согласно Конституции их легитимность закончилась еще вчера. 29 октября 2020 года определением Верховного суда Кыргызской республики кассационная жалоба Центральной избирательной комиссии на решение административного суда города Бишкек от 24 октября 2020 года возвращена заявителю в связи с отсутствием доказательств уплаты государственной пошлины Центральной избирательной комиссии Кыргызской республики. С жалобой на этот же принятый в суматохе закон, приостанавливающий действие конституционного закона, обратились и представители нескольких политических партий. Вот только уже в Конституционную палату. Требование признать эту норму антиконституционной, так как при его принятии были нарушены ряд других конституционных законов. 16 статья говорит о том, что права и свободы граждан, они неотчуждаемы и принадлежат нам с рождения. То есть избирать и быть избранным мы можем. 52 статья Конституции, где говорят, что граждане имеют право участвовать в обсуждении законов. Этот закон был вывешен на сайте в 1:50. В 17:00 он уже сразу в 3 чтениях был принят. 70-я статья Конституции говорит о том, что это высший представительный орган, избирается на 5 лет по пропорциональной системе. Следовательно, если мы хотим его поменять на мажоритарную по единому округу, то для этого нужно инициировать референдум. Инициировать могут только депутаты Джугурку-Кенеша. Этот состав, который сейчас уже, у него уже 5-летний срок ушел. И все, чем он может заниматься, это обеспечить следующие выборы. Всеми другими вопросами он сейчас не должен заниматься. С этим мнением согласен и бывший зам Турага Джугурку-Кенеша Кубанычбек Исабеков. И депутаты уже нелегитимные, и закон антиконституционный. По его словам, принятое ЦИКом решение назначить перевыборы на 20 декабря единственно верное, и отменять его никто не может. Точно так же, как и отзывать членов избирательной комиссии. Конституцию менять имеет право только Джугурку-Кенеш и имеет право только референдумом. А референдум может назначить только Джугурку-Кенеш. Но не этот Джугурку-Кенеш, понимаете? Если Центр избирком принял решение 20-го, так должны были пройти парламентские выборы 20 декабря. И закон не отменяет решение Центра избиркома. Центр избирком независимый орган. Сейчас немедленно Конституционная палата должна собраться. Это коллегиальный судебный орган. И они должны вынести свое решение. Это политические заявления. Сейчас никто не запрещает Конституционной палате собраться не в течение 5 месяцев, а в течение 5 дней. Однако у Конституционной палаты оказывается несколько иной регламент работы. Процедура эта не быстрая. Только рассматривать заявления в Конституционной палате будут в течение 30 рабочих дней. И уже потом, если все документы в заявлении соответствуют требованиям, его примут к изучению судейской коллегией. Если же коллегия судей вынесет определение о принятии этих обращений к производству, то Конституционная палата уже приступит к рассмотрению этих дел. В соответствии с требованием 29 Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда, Конституционная палата выносит свое решение в течение 5 месяцев со дня принятия этих обращений. В истории страны подобная ситуация правового вакуума случилась в 2010 году. Тогда решение по некоторым декретам Временного правительства Конституционная палата вынесла спустя 4 года. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС.